Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Улов запрещен. В целях охраны нерестового стада Госкомитет по экологии ввел запрет на добычу камбалы. Мечта говорить. Ашана объявил сбор средств для 6-летнего Давида Алексаняна. У мальчика задержка психоречевого развития. Лучшие виноделы. Подведены итоги второго национального конкурса абхазских вин. В Абхазии планируется открытие представительства Российского исторического общества. В медиацентре МИД состоялась встреча инициативной группы историков с заместителем министра науки и высшего образования России Константином Могилевским. На данный момент в Ассоциацию Российского исторического общества входят около 145 организаций, в том числе музеи, университеты, библиотеки и СМИ. Открыты 60 представительств внутри России. Полноформатное представительство в Абхазии, если решение об его открытии будет принято, станет первым за пределами России. С инициативной группой, которая сформировалась из числа историков и архивистов Абхазии, данный вопрос мы обсуждали в ряде научных учреждений, то есть оповещены были практически все наши ведущие историки по этому вопросу. Но участвовать в этом проекте изъявили желание та часть инициативной группы, которая сегодня здесь присутствовала. В связи с чем мы хотели бы еще раз поблагодарить российских коллег за то, что они дают такую возможность для нашей молодежи, и не только молодежи, и абхазской науки в целом. Я думаю, что данный вопрос по открытию представительства с нашей стороны будет в скором времени решен. Мы обязательно надеемся, что представительство Российского исторического общества в Абхазии будет открыто. Спасибо еще раз, коллеги, за вашу работу. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем. Я был рад в ходе своей поездки в Абхазию встретиться с историками и поговорить о планах, поговорить о том, какие вопросы волнуют абхазских историков, какие исследовательские задачи ставят перед собой ученые, как планируют развивать свою деятельность музейные работники, архивисты. Это был очень полезный разговор, и в ходе этого разговора высказывались соображения. Здесь уже на протяжении какого-то времени идет обсуждение этого вопроса о создании представительства Российского исторического общества в Абхазии. Я считаю, что сегодняшняя встреча была важным этапом движения к этой цели. Мы очень благожелательно к этому относимся, заинтересованы в том, чтобы все абхазские историки, все организации, связанные с изучением, популяризацией истории, получили бы возможность работать в составе представительства и быть более вовлеченными в российскую исследовательскую, историко-просветительскую повестку и, наоборот, иметь возможность продвигать сюжеты, исторические сюжеты, интересные для абхазских коллег. Предстоит в течение ближайшего месяца, полутора, продолжить эти консультации, подумать о том, кто бы мог возглавить представительство, на базе какого учреждения оно могло бы дальше развиваться. Может быть, подумать о том, чтобы развивать здесь молодежное крыло представительства. В общем, работы впереди много, заинтересованность у коллег в этой работе есть, и мы обязательно их поддержим. В Академии наук Абхазии состоялась встреча президента АНА Зураба Джапула с ректором Северокавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым. Академия наук и СКФУ сотрудничают с 2014 года и уже имеют определенные наработки. В рамках встречи были обсуждены планы на этот год. Между нами аж 3 соглашения, не одно, не два, а 3. Вы, Дмитрий Николаевич, здесь у нас в Абхазии, в частности, в Академии наук, всегда желанный гость. Значит, у нас
Мы не просто знакомы, мы сотрудничаем, мы дружим и работаем вместе, как я вижу, весьма результативно. И в дальнейшем я надеюсь, что у нас эти контакты, эти проекты будут продолжены. Очень приятно вновь находиться на площадке Академии наук Республики Абхазия. Мы с вами обсуждали вопросы, связанных с изучением лекарственных трав в Абхазии, и договорились, что будем прорабатывать возможность создания совместной лаборатории. Предлагаю сегодня также этот вопрос обсудить, потому что он у нас по-академически идет не очень быстро, но зато достаточно качественно. Также хотел бы, уважаемый Зураб Джотович, уважаемые коллеги, вас проинформировать, что в этом году мы запланировали ряд мероприятий. Во-первых, это международный научный форум, посвященный вопросам развития законодательства и права, гармонизации законодательства наших стран. Поэтому приглашение по данному случаю я тоже направлю в ваш адрес. Очень рассчитываю, что заинтересованные академики, работники Академии наук примут в этом мероприятии самое непосредственное участие. Также планируется и конкурс. Вы знаете, в прошлом году мы совместно провели конкурс на знание русской и абхазской словесности вместе с Абхазским государственным университетом. В нем приняли участие более 500 студентов и с абхазской, и с российской стороны. И он вызвал такой достаточно очень хороший отклик. И этот отклик, собственно говоря, мы уже планируем продолжить уже в текущем году. Я тоже буду вас держать в курсе, когда это мероприятие будет нами запущено. Неизвестным пользователям в абхазском сегменте социальных сетей транслируется видео с установленным у здания Народного собрания парламента Абхазии флагом в смещенном виде. Пресс-служба Народного собрания заявляет, что это случилось под воздействием ветра, и проблема была устранена сразу после ее обнаружения. В пресс-службе обращаются к гражданам, тиражирующим это видео, с просьбой не будоражить общественность республики. Состоялось заседание Межведомственной комиссии по реализации мероприятий среднесрочной целевой программы развития системы автофиксации нарушений правил дорожного движения на 2023-2025 годы. На реализацию данной программы предусмотрено 150 миллионов рублей. Министр внутренних дел Вальтер Будба провел заседание Межведомственной комиссии по реализации программных мероприятий, установленных ведомственной среднесрочной целевой программой развития системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на 2023-2025 годы. В совещании приняли участие заместитель министра финансов Саид Губас, ИО начальника управления экономики администрации президента Алмасхан Адзенба, представители МВД. В комиссию также входят депутаты парламента, отсутствовавшие в связи с рабочей командировкой. В ходе встречи обсудили параметры программы, основной целью которой является повышение дорожно-транспортной безопасности и осуществление круглосуточного мониторинга транспортного потока на аварийно-опасных участках дорог республики. Данная программа разработана правительством и поддержана президентом страны. Значит, пройдено согласование, поддержали нас в парламенте. Оно вызвано в связи со сложившейся ситуацией на дорогах. Мы неоднократно заявляли о том, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий, которые приводят к трагедиям, являются выезд на полосу встречного движения и нарушение скоростного режима. Мировая практика показывает, что наиболее эффективным решением данных проблем является у нас установка видеофиксации данных нарушений. Значит, на первом этапе мы планируем приобрести видеокамеры, оборудование, программное обеспечение, которое нам позволит получать эту информацию, обрабатывать, и мы будем создавать базу данных по нарушителям и будем соответствующие меры к ним применять. Значит, в настоящее время проводится анализ наиболее опасных участков дорог, где наиболее высока
высокое количество нарушений, где наиболее высокое количество дорожно-транспортных происшествий. Значит, на этих участках они будут в приоритете у нас. Там будем устанавливать эти камеры видеонаблюдения, видеофиксации нарушений. И будем, соответственно, пытаться повлиять на ситуацию, сохранить жизнь наших граждан. Финансирование программы на 2023 год предусмотрено в размере 40 миллионов рублей, на 2024 год 80 миллионов рублей, на 2025 год 30 миллионов рублей. Сегодня первое совещание. Мы хотим выработать некий алгоритм действий наших. Значит, на первом этапе мы планируем приобрести, значит, установки, сервера так называемые, значит, и камеры и программное обеспечение для обработки той информации, которую мы будем получать с камер, чтобы это все обработать и получить некую базу создать, используя сервера, и потом уже влиять на процессы на дорогах. Значит, мы планируем в ближайшее время закупить на первом этапе около 10 камер. Как только эти 10 камер у нас начнут, как говорится, работать, уже начнет эта система заработает, будем наращивать число камер на дорогах, будем исходить именно по опасным участкам. Приоритеты будут те участки, которые нами мониторятся, где большее количество дорожно-транспортных происшествий. Председатель межведомственной комиссии министра внутренних дел Вальтер Будба отметил важность взаимодействия всех членов комиссии. Следующее заседание назначено на 4 мая. 281 административное правонарушение, 15 протоколов за нарушение норм тонирования автостекол, 17 за управление в нетрезвом состоянии. В итогах рейдовых мероприятий в столице в материале пресс-службы МВД. В соответствии с планом, утвержденным министром внутренних дел Вальтером Будба, в столице прошли рейдовые профилактические мероприятия, направленные на выявление административных правонарушений. Рейд начался с построения личного состава. Равняйсь! Смирно! Слушай план проведения профилактических мероприятий силами УВД Центрального аппарата Министерства внутренних дел в городе Сухум. Расстановкой сил, средств до особого распоряжения. После постановки целей и задач рейдового профилактического мероприятия, контроль над которым возложен на начальника отдела милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Лоу и Налыпа, экипажи с личным составом выехали на места дислокации. В соответствии с планом, утвержденным министром внутренних дел, в городе Сухум проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление правонарушений в области безопасности дорожного движения. Личный состав Министерства внутренних дел собран на плацу Министерства внутренних дел. До него доведены задачи, на которые нацелена данная профилактическая работа. Основной упор в городе Сухум делается на такие виды нарушений, как управление транспортным средством без государственных номерных знаков и применение на лобовом стекле тонированной пленки. Также особый упор в работе делается на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Особый акцент сотрудники уделяют нарушению норм тонирования лобовых ветровых стекол автомобилей. Так называемые тонировки сотрудники снимали на месте. Наглухо затонированные автомобили не позволяют определить находящихся в нем граждан, ухудшают видимость и создают угрозу для водителей и других участников дорожного движения при передвижении в ночное время суток. В ходе проведения профилактических мероприятий в городе Сухум сотрудниками управления ГАИ МВД Республики Абхазия совместно с отделом ГАИ УВД по городу Сухум было выявлено 281 нарушение правил дорожного движения, из них 15 за управление транспортным средством с применением запрещенной тонированной пленки и 17 административных правонарушений за вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. МВД напоминает, основной целью рейдовых профилактических мероприятий является повышение безопасности дорожного движения и минимизация нарушений правил дорожного движения. Рейдовые мероприятия сотрудники продолжат далее по всей республике. С 1 по 20 мая в республике установлен запрет на улов камбалы калкан. Такое решение принято Госкомитетом по экологии в связи с началом нерестового периода и в целях охраны нерестового стада. Алика Трапш продолжит тему.
В целях охраны нерестового стада камбалы-калкан у берегов Абхазии, основываясь на действующие правила рыболовства и биологические данные о начале нерестового периода, Государственный комитет по экологии установил запрет на добычу камбалы-калкан. Также запрещена установка ставных камбальных сетей. Камбала-калкан, как и все остальные виды рыб, они имеют свой нерестовый период. А вот если говорить о камбале-калкан, то его нерестовый период приходится на май месяц. И поэтому, значит, органы рыбоохраны, в данном случае Государственный комитет по экологии, вводит запрет на повсеместный лов камбалы, калкан в территориальных водах Республики Абхазия. И об этом, значит, уже будем сообщать всем рыбакам, чтобы они за это время не ставили сети, не занимались ловом камбалы, калкан. Браконьерство, оно имеет место быть. Мы занимаемся, проводим рейды, выявляем нарушителей. Камбала-калкан – самая плодовитая рыба Черного моря. Кроме черноморского есть еще более мелкий подвид – азовский. Рыба может достигать длины 80 сантиметров и веса до 15 килограмм. Взрослые особи, которым уже по 5-7 лет, нерестятся весной на глубинах до 70 метров. Летом уходят на большую глубину, а осенью возвращаются к берегу. Зрелые особи выделяются среди других очень высокой плодовитостью. Некоторые самки мечут до 20 миллионов икринок при среднем количестве 5-6 миллионов. Но не все они выживают, многие погибают от хищников. В акватории Абхазии производят промышленный лов, но орудие лова – это кошельковый невод, который не затрагивает камбалу на глубине моря, говорят экологи. До 2003 года применялось орудие лова донный трал, и потому популяция донных рыб сократилась. Кошельковый невод, он подразумевает лов рыбы в толще воды. А как мы знаем, камбала, она донная, придонная рыба. Но бывают случаи, прилов камбалы, естественно, попадают, и камбала может попасть, и скаты другие, там морской кот, может быть, морская лиса, там катран, там могут и осетровые попасть. То есть это исключительно прилов. В последнее время, конечно, наблюдается спад численности стада. Это не только камбал, это касается всех видов рыб. Вообще всех видов биологических ресурсов. Причины снижения? Причины это, значит, не обязательно, это, скажем так, перелов рыбы, а это на все это влияет несколько факторов. Это загрязнение моря, окружающая среда, то есть рыба, она мигрирует. Приказ Госкомитета по экологии на запрет улова камбалы-калкан в нерестовый период будет способствовать тому, чтобы рыба размножалась без помех. Запрет действует с 1 по 20 мая. Алька Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. У жителя поселка Гудзера изъято незаконно приобретенное хранимое огнестрельное оружие. А жителю Ачамчиры предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере. Кроме того, сотрудниками ОУР ОВД по Гудаутскому району раскрыты 2 факта хищения чужого имущества. Подозреваемый задержаны, похищенное изъято. Все подробности в оперативной сводке МВД. У жителя поселка Гудзера Арышба Руслана Мироновича 1970 года рождения изъято незаконно приобретенное и хранимое огнестрельное оружие. Последний, используя переделанный и захолощенного в боевой пистолет системы Макаровой боевые патроны к нему, из хулиганских побуждений производил выстрелы в общественном месте у подъезда жилого дома. Принятыми оперативными мерами гражданин был доставлен сотрудниками уголовного розыска в отдел внутренних дел по Гулрыбскому району. По данному факту в отношении Руслана Арышба по части 1 статьи 207 и части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Расследование проводит группа дознания районного ОВД. Гражданину Арышба избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Жителю города Ачамчира Ачбахвиче Руслановичу 1982 года рождения предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере. Запрещенное вещество у данного гражданина обнаружили и изъяли при личном досмотре сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по городу Сухум.
Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Ачба в соответствии с частью 2 статьей 223 Уголовного кодекса Республики, проводит следственный отдел столичного УВД. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Преступление имущественного характера раскрыто оперативниками Гудаутского РОВД совместно с милицией общественной безопасности УВД по Гудаутскому району и отдела охраны. Задержан подозреваемый житель города Гудаута Хачатрян Давид Каджикович, 1995 года рождения. Обнаружено имущество, а именно 29 листов металлопрофиля, последний похитил, когда путем свободного доступа проник в сарай, расположенный на участке по улице Тарнава в городе Гудаута. Гражданин Хачатрян в содеянном сознался. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 155 Уголовного кодекса Республики, проводит следственный отдел ОВД по Гудаутскому району. Аналогичное преступление расследуется следственным подразделением Гудаутского РОВД. Агрба Валерию Витальевичу, 1996 года рождения, вменяется кража стальной конструкции ограждения и металлических опор, которые вышеназванный гражданин продал с целью материального обогащения. Похищенное имущество обнаружено и изъято. Оперативную информацию реализовали сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району. По признакам преступления, предусмотренного пунктом Б части 4 статьи 155 Уголовного кодекса, в отношении Агрба возбуждено уголовное дело и принято к производству. В отношении задержанных лиц решается вопрос об избрании меры пресечения. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» объявляет сбор средств для 6-летнего Давида Алексаняна. У мальчика задержка психоречевого развития, ему требуется курс реабилитации. Репортаж Гугут Савардания. Давид Алексанян мечтает, чтобы сверстники его не сторонились, и он полноценно мог общаться с детьми. В свои 6 Давид не говорит и очень сложно воспринимает информацию. Мальчику трудно проводить время среди детей, ведь ему часто предлагают поиграть, а ответить и до конца понять просьбу он не может. У Давида задержка психоречевого развития, органическое поражение центральной нервной системы. Давид родился с кислородным голоданием, гидроцефалией, но благодаря своевременному лечению он начал ходить, говорить некоторые слова. Однако к 2 годам мальчик перестал реагировать на просьбы и общаться. Лечились мы с 2 месяцев, но интенсив, когда поняли, что у нас начала назревать гидроцефалия, начали выезжать в Сочи, лечились, часто ездили туда, пока, как сказать, вот эту вот проблему с гидроцефалией более или менее нам привели в порядок. У нас нет шунта. Благодаря тамошним врачам мы в года 4 пошли. Ребенок вроде бы что-то делает, и потом обратно откат. Что-то вот начинается, вот что-то появляется и в речи, и в его развитии, ну, обратно. Родители делают все возможное, чтобы вылечить сына. Прошли несколько курсов реабилитации. Курс микротоковой рефлексотерапии был особенно эффективен. Приносит пользу и занятия с психологом. Вначале специалисты посоветовали наладить психоэмоциональный фон ребенка. Ходить к логопеду или к другим специалистам пока смысла нет. Нужно, чтобы ребенок сел, понял, что вокруг творится. 2 раз мы выехали, конец февраля, начало марта, при поддержке Министерства здравоохранения. То есть я сама с Гулибского района, не с Гагры. Я обратилась к нашему депутату Минасяну Ашоту. Естественно, он мне помог в Министерство здравоохранения обратиться, оплатили лечение, так как мы уже оттуда, я попросила со счетом, со справкой вернулись, что ему нужно, и прошли очередной курс лечения. Ребенок на сегодняшний момент какой такой есть, честно говоря, благодаря вот этим 2 курсам. И плюс здесь мы начали ходить в Гагарский Альбамед к Альбине Анатольевне Ходжава. Очень тоже большие сдвиги. У нее мы прошли 1 курс микрополяризации. Давид нуждается в прохождении диагностики и курса реабилитации в нейрореабилитационном центре «Импульс» в Сочи. Мальчика ждут нейрокоррекция, арт-терапия, сенсорная интеграция, занятия с дефектологом, музыкальная терапия и другие процедуры. Благодаря комплексному подходу на протяжении 3 недель ежедневных занятий мы ожидаем положительную динамику в совместном взаимодействии, в моторном развитии и в развитии коммуникативной сферы.
Стоимость обследования и лечения 232 тысячи рублей. В медучреждении уже готовы приступить к лечению. Но для родителей Давида сумма неподъемная. За помощью семья Алексанян обратилась в культурно-благотворительный фонд Ашана. У меня мечта, чтобы ребенок жил полноценной жизнью, пошел в школу по возможности. Может, он не будет профессором, как другие детки, но хотя бы получил образование. Хотя все врачи говорят, я как мама, чтобы знать, на что мне ориентироваться. У ребенка интеллект сохранен, все в порядке. Но вот речь никак у нас не пойдет. Несмотря на диагноз, Давид открытый, общительный мальчик, любит животных и очень тянется к детям. Но его сторонятся детки, так как не понимают, им тоже страшно. Он то жестами, то этими, и они не могут понять, что он хочет, и поэтому сторонятся. У него, наверное, тоже по жизни одна мечта, чтобы, хотя он не говорит, но я по виду понимаю, чтобы его не сторонились и играли с ним. Мечта 6-летнего Давида и его родителей должна обязательно осуществиться. Но для этого необходима наша с вами помощь. Самый легкий и доступный способ – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальных сайтах КБФ Ашана, в соцсетях или по номеру 773 50 50. Гугу Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Лучшие из лучших. Дегустационная комиссия второго национального конкурса абхазских вин назвала победителей. Торжественная церемония, которая состоялась в Сухуми на культурно-деловой платформе ГУМА, собрала знатоков виноделия, которые заняли достойные места в 11 номинациях. Первое место за лучшее белое вино, вино сорта Изабелла и гран-при конкурса никому из производителей не присуждено, так как никто не набрал необходимого количества баллов. О церемонии в подробностях в репортаже Асиды Малия. Вина красиво искрятся в бокалах, впрочем, как и глаза конкурсантов, участников второго национального конкурса абхазских вин. Но главные здесь они, члены дегустационной комиссии, эксперты виноделия и настоящие знатоки, которые буквально неделю назад провели конкурсную дегустацию 24 образцов. Николай Ачба, генеральный директор «Вина и воды Абхазии», председатель оргкомитета, отметил, что дегустация проходила вслепую. Более того, комиссия была требовательна и, главное, объективна, ведь весь состав жюри известные, уважаемые и достойные виноделы-эксперты. К вопросу о том, для чего нужен этот конкурс, все очевидно. В Абхазии винный напиток ценится издревле, и почему не делать его таким, чтобы соответствовал мировым стандартам? Мы не можем делать вино, которое мир не понимает, подчеркнул Николай Ачба. Собственно, того же мнения придерживаются и номинанты, ведь виноделы при производстве напитка надеются не на удачу и голую интуицию. Важна технология, поэтому баллы решали все. Кстати, из-за недостаточного их количества первого места за белое вино никто не удостоился. Серебряную медаль вручили Хаджарату Гвицине за вино из сорта винограда Ноа. Бронзовой медаль удостоился Денис Амичба. Свое вино он изготовляет из сорта Ркацители. Вся наша жизнь православная связана с лозой. Но лозу вырастить и получить плоды виноградные – это очень необходимо быть самому человеку благочестивым, честным человеком. Хаджарат Гвицине виноделием занимается не так давно, начинал с отцом на энтузиазме и с любовью к делу. Похвастаться секретами предков виноделов не может, но отмечает, что в век легкого доступа к информации он вывел свою самую подходящую формулу получения лучшего первого вина. Сам выращиваю виноград в своем родном селе Атар-Абхазская. Осенью собираю, и прямо во время сбора я его мну. И у меня кран открытый внизу чана, и самотеком то, что идет, вот это и представлено в этом конкурсе, вот это вино. Без добавок, каких-либо добавок, там, воды, сахара и так далее. Оказалось правильным изготавливать вино именно так. Вина Хаджарата Гвицине и Дениса Амичба не заслужили золота, как сказал Николай Ачба, из-за одного маленького нюанса. Правда, называть не стал, позже им подскажут технологи. И это, несомненно, еще один плюс конкурса. Важно понимать, как именно становиться лучше. В номинации лучших красных вин серебряной медалью удостоились Хим Цакиут, Алмаз Адлиба, Алхас Джопуа, Сергей Гадля и Станислав Агумава. С последним номинантом Станиславом Агумава выяснилась интересная подробность. Была дегустация закрытая, естественно. Мне так приятно стало сегодня, когда я узнал, что мой друг, вот такой мой друг по войне, вдруг завоевал
почетную медаль. Почетную медаль. Он всегда традиционно делает хорошие вина. Он необыкновенно хлебосольный человек. Он мой дорогой. Вина, которые заслужили наивысший уровень баллов и удостоились золота, сделаны из винограда сортов Саперави и Мальбек. Несмотря на то, что Мальбек самый популярный и востребованный сорт во всем мире, Николая Ачба разочаровала, что на конкурсе представлено мало исконно абхазских сортов, и это замечание виноделы взяли на вооружение. Золотыми призерами за лучшее абхазское красное вино стали Денис Амичба и Адамур Ахба. Отличие конкурса лучших вин от любых других – отсутствие духа соперничества. Несомненно, каждый из участников рассчитывал на признание, но знакомство и новые контакты куда важнее. Вот, к примеру, золотой призер Адамур Ахба дегустирует белое вино Хаджарата Квициния. Конкурс уже проходит второй год. В течение этих 2 лет у нас появились знакомые, друзья, с кем мы делимся опытом и познаем много всего интересного. Залог хорошего вина – это качественный виноград. И насколько ты работаешь с этим виноградом. Слава об абхазских винах давно разошлась за пределы Абхазии, но следует признать, что молдавские вина далеко впереди. Профессор и вице-президент комиссии питания и здоровья в Молдавии, председатель дегустационной комиссии Георгий Арпентин с таким определением не согласен. Он уверен, что климат, ареал и технологии делают вина каждого региона уникальными и неповторимыми, даже если они из одного и того же сорта винограда. Я поразился, красные вина во вкусе очень мягкие. Как правило, у нас, когда, вот, например, если я сопоставляю с нашими винами, хотя это неправильно, еще раз вернусь, но, значит, у нас вина более, скажем, такие мужественные, терпкие, абхазские более мягкие танины, более круглые, более сочные такие. Николай Ачба, с удовольствием присоединившись к нашей беседе, добавил, что конкурс удался, несмотря на то, что гран-при разыграть не удалось. Победителю, кстати, достался бы 1 миллион рублей. Каждое вино зависит от характера того, кто его делает. Ничего страшного в том, что нет гран-при, прям мы не видим. Было очень много хороших, достойных вин, и это радует. На самом деле мы действительно хотели бы, чтобы качество вин в Абхазии росло с каждым годом. На этом конкурсе разыграли и специальные призы. Однозначно конкурс стал большой поддержкой для виноделов, как информационной, так и финансовой. Ведь каждый победитель с наградой и медалью получил достойную денежную сумму. Министр сельского хозяйства Беслан Джопу отметил, что поддержка с их стороны продолжится и впредь. Культурно-деловая станция ГУМА, как всегда, изящно перевоплотилась и погрузила гостей в царство виноделия. Вот в прошлом году мы здесь посадили вот у этих колонн на клумбе 5 саженцев аборигенных сортов винограда. Это амлаху было высажено в прошлом году. Этот виноград так здесь разросся, что мы друг с другом шутим, что это потому, что он постоянный свидетель разных культурных мероприятий. Этот виноград здесь слушает классическую музыку, слушает лекции о виноделии, если так можно выразиться. И на самом деле, конечно, мы готовим много интересных проектов, но хотелось бы подчеркнуть, что все те проекты, которые мы здесь делаем, мы делаем, правда, от души. Девичий ансамбль «Гунда» и мужское трио «Анатриус» своим многоголосием добавляли бархата в апрельский день. В это время виноградная лоза пробуждается, а это значит, что через несколько месяцев виноделы вновь примутся за сбор винограда, а к получению вина приступят уже с новыми знаниями. Ведь, как писал один поэт, умение пить не всем дано, умение пить искусство, тот не умен, кто пьет вино, без мысли и без чувства. Асида Малия, Алексей Буструков, Абхазское телевидение. В Гудауте стартовал традиционный международный турнир на призы памяти известного абхазского боксера, мастера спорта СССР Романа Черекбая. Турнир проводится в 6-й раз. В нем принимают участие молодые спортсмены из республик Северного Кавказа, Краснодарского края и Саратовской области. Также представлены все районы Абхазии. Всего в соревнованиях примут участие около 200 боксеров. Победители и призеры станут известны в воскресенье 30 апреля. Его лично знал, был неоднократно на многих спортивных мероприятиях. И я этого человека был у него дома, в семье. Я его очень хорошо знал. Это очень добрый, порядочный профессионал своего дела. Человек, который ушел из жизни очень рано. Я бы хотел, чтобы этот турнир вырос до больших масштабов, потому что способные ребята в Абхазии, чтобы они добивались успехов не только в Абхазии,
но и на всероссийских соревнованиях, на чемпионате Европы и мира. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни 29 и 30 апреля на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, туман, гроза. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 9,14. Температура морской воды плюс 13. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.